Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекушара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Более 17 нелегальных мигрантов выявлены в Абхазии в ходе рейдовых мероприятий сотрудников силовых структур. КБФ Ашана и медицинский центр Альба-Мед подписали соглашение о сотрудничестве. Абхазия примет участие в международной премии «Евразия». Подробнее о проекте рассказали на пресс-конференции в Сухуме. Бадра Гунба поздравил по телефону председателя Высшего совета ВААК Мусу Игзекова с днем рождения. Глава государства поблагодарил Мусу Хабалевича за его личный вклад в дело объединения абхазо-абазинского этноса, сохранения культурных ценностей и традиций, укрепления связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Президент пожелал Мусе Игзекову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в деятельности, посвященной служению абхазского и абазинского народов. Руслан Тыркба назначен прокурором Гудаутского района. Указ подписал генеральный прокурор Абхазии Адгур Агырба. Более 17 нелегальных мигрантов выявлены в Абхазии в ходе рейдовых мероприятий сотрудников силовых структур, миграционной службы и погрануправления ФСБ России в Абхазии. В отношении правонарушителей приняты соответствующие законодательству республики меры. Тринадцатого августа 2025 года Служба государственной безопасности Республики Абхазия совместно с МВД Республики Абхазия и Государственной миграционной службой во взаимодействии с ПУ ФСБ России в Абхазии провели комплекс фильтрационно-рейдовых мероприятий по выявлению лиц, незаконно находящихся на территории Республики Абхазия, а также, возможно, причастных к деятельности международно-экстремистских организаций и преступных групп. В результате проведенной работы были проверены свыше 70 иностранных граждан, среди которых выявлено 17 правонарушителей, граждан, находящихся в Республике Абхазия в нарушении действующего законодательства, регламентирующего регистрацию иностранных граждан в Государственной миграционной службе. В отношении выявленных правонарушителей проводятся меры, соответствующие законодательству Республики Абхазия. 13 августа в ЧП «Абхазия» появилась информация, что в Гудауте по улице Самава почти на земле рядом с дорогой лежат электрические провода. Мы связались с Черноморэнерго, чтобы прояснить ситуацию. Как оказалось, о том, что по улице Самава в Гудауте провисли провода, на предприятии не знали. На место сразу же была отправлена ремонтная бригада. Провода подняли и закрепили на столбах. КБФ Ашана и медицинский центр Альба-Мед подписали соглашение о сотрудничестве. Альба-Мед представляет в Абхазии сеть турецких клиник Аджибадем. Это крупнейший частный многопрофильный медицинский холдинг, состоящий из 22 больниц, 16 поликлиник, а также университета и лаборатории. Аджибадем специализируется на широком спектре медицинских услуг, включая центры по лечению онкологических заболеваний, трансплантации органов, кардиохирургии, нейрохирургии, ортопедии, репродуктивной медицине и другим. В рамках соглашения предусматривается полное сопровождение подопечных фонда от оформления документов до получения медпомощи на территории Турции. Помимо этого, Альба-Мед предоставит специальные льготные условия на свои услуги для подопечных фонда Ашана. С Турцией, с турецкими клиниками в основном направляли детей в Medical Park, но представителя в Абхазии у этих центров не было. Я считаю, это качественно новый уровень, который предоставит нам возможность выбора цен, логистические вопросы решать. Полное сопровождение будет оказано нашему ребенку, гибкие цены будут для нашего фонда. Можно будет обсуждать цены, можно будет выбирать в зависимости от профиля, который нам необходим, клинику, которая входит в сеть Аджибадема. Также можно будет выбирать специалиста, врача, к которому мы хотим направить подопечного фонда. Онкологическое отделение, детское и взрослое, очень высокопрофильное. Объясню почему.
у них свой собственный университет, где есть факультет медицинской инженерии. И даже если в мире какой-то аппарат новый получает какую-то апробацию, да, они берут его на испытание к себе в институт, и тем самым они его приобретают. То есть это такой вот подход, что у них, начиная с высокотехнологичных гамма-ножей, это как минимум, то есть радиология онкологическая, там у них на высоком уровне. К сожалению или к счастью, не знаю, Турция берет большой приз, даже лучше, чем Германия и Израиль в плане лечения онкологических заболеваний детей. То есть лейкозы, опухоли мозга, нейрохирургия детская, малоинвазивная, просто диагностически колоссальная. Каждую аппаратуру мы увидели, и с каждым нейрохирургом непосредственно, который у них являются профессионалами, мы общались и имеем непосредственные контакты. Это облегчает работу, потому что работать будут не менеджеры, а работать будут врачи. Абхазия примет участие в международной премии «Евразия». О проекте, а также об абхазских номинантах премии рассказали на пресс-конференции, которую «Евразия» провела в Сухуми. Угут Савардани расскажет подробности. Международный диалог и единство – об этом премия «Евразия». Ведь конкурс объединяет десятки стран и национальностей. Участвует и Абхазия. Это возможность получить грант на важный проект в культурной, экономической, дипломатической и исторической сферах. Главное – проявить инициативу и представить полезный проект. На данный момент заявки поданы из 21 страны, в том числе из Юго-Восточной Азии и Африки. При поддержке президента Республики Абхазия Бадра Зурабовича Гумба и при поддержке правительства наша страна активно принимает участие в мероприятиях под эгидой ОНУ «Евразия», таких как медиашкола, которая проходила на территории нашей страны. Также в городе Москва проходил весной этого года международный медиафорум, и наши участники также имели честь принимать участие в таких направлениях, как медиа, культура, просвещение. И не так давно в городе Сочи в июне этого года проходил международный кинофестиваль «Кинофест Евразия». Это говорит о том, что между нашими странами уже сложился такой достаточно продуктивный диалог, и мы надеемся, что и в дальнейшем будем очень активно сотрудничать в этих направлениях. Члены экспертного совета выберут лучшие проекты, а победители смогут воплотить свои идеи в жизнь. Так, например, абхазский певец Дмитрий Пипи уже подал заявку на участие в номинации «Культурный код». В Абхазии очень много талантливых исполнителей, которые, к сожалению, тоже не имеют возможности реализовать свое творчество за пределами Абхазии. Я надеюсь, что этот проект поможет мне, и моему примеру последуют мои коллеги и также подадут заявку в участие в данном проекте. Подала заявку на премию «Евразия» и заслуженная артистка Абхазии и России, оперная певица Алиса Гицба. Ее проект – это международный музыкальный конкурс «Лаборатория», главная цель которого – выявление и поддержка молодых исполнителей. Впервые этот конкурс состоялся 6 октября 2022 года локально только в городе Сухум. И это был впервые проводящийся конкурс вокалистов вообще в истории культуры Абхазии. Вот инициатором этого конкурса стала я и получила поддержку нашего правительства. И до сих пор наше правительство меня всегда поддерживает в проведении этого масштабного теперь уже проекта. Заявку на участие в конкурсе также подала педагог-методист, член партии «Единая Абхазия» по направлению науки и образования Ада Кварчелия. Ее проект связан с сохранением исторической памяти. Я как-то выбрала вот именно проект «Память поколений», так как это касается 80-летия Великой Отечественной войны. Это та история, о которой мы не должны забывать. Это наша общая история. Международная премия «Евразия» будет вручаться впервые. Ее учредила автономная некоммерческая организация «Евразия» в партнерстве с Россотрудничеством для поддержки тех, кто вдохновляет и служит примером для общества, укрепляет связи между евразийскими странами, сохраняет традиционные ценности и историческую память, помогает преодолевать информационные барьеры между государствами. Я бы отдельно хотел отметить номинацию «Общественное признание». Если среди ваших
знакомых, коллег, есть те, которые делают какие-то социально значимые проекты, но стесняются податься на премию. Вы со стороны можете подать эту заявку. Также отрадно заметить, что в этом году мы отмечаем 100-летие народной дипломатии. И премия «Евразия», она является как раз тем связующим мостиком, чтобы показать народную дипломатию в тех странах, в которых будет проходить премия. Стать номинантами премии могут как физические лица, лидеры, активисты, волонтеры, деятели культуры и науки, так и НКО, общественные организации, институты развития, а также группы единомышленников, реализующие конкретные инициативы. Призовой фонд – 25 миллионов рублей. Самое главное сейчас не стесняться подавать заявки на участие и таким образом не оставаться в стороне, потому что действительно любые возможности, они как лето, они очень быстро проходят, и потом очень об этом сильно жалеешь. В конкурсе могут принять участие только действующие проекты. Заявки на премию «Евразия» принимаются до 31 августа. А с 28 по 30 октября в Москве состоится торжественная церемония награждения, на которую будут приглашены финалисты. Помимо денежных призов, лауреатам премии окажут поддержку в поиске партнеров и в продвижении проектов на протяжении всего следующего года. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Создание детского центра, запуск научно-образовательных программ, а также открытие нового музея Государственного русского театра драмы имени Искандера в Сухуми. Это лишь часть направлений сотрудничества Минкульта Абхазии и Бахрушинского театрального музея. Соглашение о сотрудничестве было подписано накануне министром Дауром Ковой и директором музея Кристиной Трубиновой. Открытие нового музея Русдрама запланировано на 26 августа. Эта идея родилась в феврале нынешнего года в ходе посещения нашего театра представительной делегации Российской Федерации во главе с Сергеем Владимировичем Кириенко. И потом у нас также побывала Ольга Борисовна Любимова, министр культуры России. И мы говорили о том, что хотелось бы каким-то образом зафиксировать историю нашего театра, театра имени Фазиля Искандера, Русского театра Абхазии, который сейчас очень активно работает и является самым посещаемым учреждением страны культуры. Здесь будет мультимедийное музейное пространство, будет экспозиция, связанная с основными вехами истории театра. Будет кабинет, мемориальный кабинет, посвященный Фазилю Абдуловичу Искандеру. Это будет первое место памяти великого абхазского и российского советского писателя в Абхазии. Я очень рад, что Бахрушинский музей и Российская Федерация сразу откликнулись на нашу просьбу, на нашу потребность. И Кристина Трубинова, директор Бахрушинского музея, активно подключилась к процессу. К нам сразу же приехала группа передовая из музея во главе, в составе которой специалисты, которые посмотрели пространство, в котором может быть наш музей. Мы определили это пространство. Так что это будет удивительное такое музейное пространство, которое будет доступно зрителям театра бесплатно, которые будут приходить в театр на спектакли, они смогут в антракте или перед спектаклем, или после спектакля смогут посетить наш музей. Там будут проводиться экскурсии, будут проводиться другие мероприятия. Я думаю, что это в любом случае, это не просто интересно будет, это будет очень познавательно. 26 августа открытие музея, и мы приглашаем всех желающих. 13 августа исполняется 100 лет со дня рождения Маргариты Ладария, литературоведа, доктора филологических наук, профессора АГУ, академика Академии наук Абхазии. Маргарита Глебовна впервые подробно изучила и передала широкой огласке тему творческих и личных отношений Ивана Тургенева с известной французской писательницей Жорж Санд. Помимо этого, она провела литературные параллели между произведениями русского писателя с французскими. Выбрав главное исследовательское направление в 1953 году, Маргарита Глебовна вернулась в Абхазию и до последних дней работала ведущим преподавателем, литературоведом в Абхазском государственном университете. Именно жизнь Тургенева во Франции
достаточно долгая жизнь, его знакомство с великими французскими писателями, дружба с ними, вот это все нашло отражение в ее диссертации. И она продемонстрировала в своей диссертации, как русская литература влияла на французскую литературу, а французская литература имела влияние на русскую литературу. Тургенев – это ее основная литературоведческая проблема, которой она занималась в течение всей жизни. Но это не значит, что она не занималась другими проблемами. Она, во-первых, прекрасно знала абхазскую литературу. Многие абхазские писатели были ее учениками и впоследствии стали писателями известными. Она очень любила Фазиля Искандера, Даура Зантария. И вот в последние годы жизни она собрала весь материал по абхазской литературе и опубликовала его в отдельной работе, которая так и называется «Сборник работ по абхазской литературе». Мы все ее ученики Маргариты Глебовны. Я хочу сказать, что она своим отношением к студентам подавала нам пример. Очень хороший назидательный пример о том, как надо говорить со своими учениками. У нее всегда был разговор на равных. Она никогда не унижала студентов, всегда замечала и отмечала талантливых и помогала им потом в дальнейшей жизни. И никогда у нее не было вот этого такого учительского тона. Всегда был разговор на равных. И на своих лекциях она очень часто ставила и поднимала такие вопросы, которые необходимы в становлении человеческой личности. Охотничий сезон в Абхазии откроется 16 августа и завершится 31 марта следующего года. Запрещено охотиться на все виды краснокнижных зверей и птиц, а также в особо охраняемых территориях. Также нельзя использовать запрещенные методы. Для проведения законной охоты необходимо пройти регистрацию охотничьего оружия в МВД, иметь при себе охотничий билет и квитанцию об уплате госпошлины. В завершение выпуска расскажем о погоде. 14 августа в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 17-22, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом подошел к концу информационный выпуск Амшекшара. До новых встреч. До свидания.